الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, ведет по своему пути и умертвит, будучи мусульманами, словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы мы увидели эту награду на наших весах. Дай Аллах, те знания, те старания, которые мы прикладываем в этом мире, они нам принесли пользу как здесь, в этом мире, так же и в ахирате. И чтобы эти знания свидетельствовали за нас в судный день, а не против нас. Мы продолжаем с вами цикл лекций тафсира 30-го джуза. И по милости Аллаха дошли до суры Аль-Кария. Аль-Кария — это у нас 101-я сура. До этого мы с вами также разговаривали Аль-Хумаза, Аль-Аср, да Ат-Такаthur. Вот в Аль-Хумаза и в суре Ат-Такаthur также упоминалось об судном дне, об адском огне. И Аллах Субханаху ва Та'аля, напоминая нам и даже устрашая, также привел эту суру Аль-Кария. Аллах Субханаху ва Та'аля начал из 3 аятов. Аль-Кария, Маль-Кария, ва ма адрака маль-Кария. Аль-Кария переводится как устрашающий или же великое бедствие. Во втором аяте Аллах Субханаху ва Та'аля, обращаясь, спросил: что такое великое бедствие? И в 3-м аяте Аллах Субханаху ва Та'аля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: что дало тебе знать, что такое Аль-Кария? Вот здесь Аллах Субханаху ва Та'аля, начиная эту суру, нам задает вопрос: что такое Аль-Кария? Что такое великое бедствие? И перед тем, как начать разъяснять дальше, что такое великое бедствие, сначала хочу заострить свое внимание то, что Аллах Субханаху ва Та'аля, как некоторые ученые сказали, в своей книге, в Коране, в своих словах, Он упоминает названия или имена судного дня где-то примерно в 50 местах. То есть 50 разных названий этого дня. И это на что указывает? Не просто вот пришло какое-то название и все, нет. Это Аллах Субханаху ва Та'аля хочет нам указать, показать и напомнить то, что это самый великий день, самый тяжелый и самый ответственный день, к которому мы должны готовиться. И хотел бы вам перечислить некоторые из них. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит:
Яумуль Кияма, день воскресения. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит Яумуль Ахир, последний день, или же Даруль Ахира, последний обитель, или же Яумуль Ба'th, день воскрешения, и Яумуль Хурудж, день выхода, или же Яумуль Фасль, день развлечения, Яумуддин, день воздаяния, Яумуль Хасра, день печали и скорби, Яумуль Хулюд, день вечности, Яумуль Хисаб, день расчета, Яумуль Ваид, день угрозы, Яумуль Джам', день собрания, Яумут Талак, день, когда будут взывать, Яумут Танад, день, когда будут взывать, и Яумут Таабун, день обмана. И смотрите, также Аллах Субханаху ва Тааля говорит Ас-Саа, час, Аль-Кариа, великое бедствие, Ас-Саха, оглушающий, Ат-Тамма, величайший, Аль-Ашия, покрывающий. Вот примерно я вам зачитал 20 имен судного дня, где, как Аллах Субханаху ва Тааля назвал этот день. И у каждого названия есть свой смысл. И если над каждым задуматься, вдумываться в смысл этих названий, то человек, он на самом деле будет понимать, куда он вернется и какой день его ожидает. И не зря Аллах Субханаху ва Тааля как минимум 17 раз в день нам напоминает об этом. Помните? Мы, когда проходили тафсир суру Фатиха, взяли аят Малики Яумиддин, царь судного дня. И мы знаем то, что мусульманин в каждом ракаате читает эту суру. И Аллах Субханаху ва Тааля, показывая величие этого дня, показывая особенность и важность этого дня, нам напоминает. Из-за этого пусть каждый из нас задумается, какой день его ждет. Как он будет готов к этому дню и с чем он вернется к Аллаху. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля, описывая этот день, говорит: «Яума якуна ан-насу каль-фарашил мабthуth». Это день, когда будут люди, собравшиеся, да, как рассеянные мотыльки. Посмотрите, мотыльки, они когда выходят? Ночью, так ведь? Ночью. Если посмотреть на фонарик или свет, вот там они собираются. И ихнее движение хаотичное. То есть они не знают, куда лететь, как быть, что их ждет. И также в судный день люди будут, как эти мотыльки. Аллах Субханаху ва Тааля соберет их в одном месте. Представьте себе, когда собирается 10 человек, когда собирается 1000 человек, когда собирается 1 000 000,
Есть разница? Конечно же, есть. А когда соберутся все существа, которые жили до нас, первый человек, Адам, алейхиссалям, от него и до последнего существа, которое будет жить после нас, когда всех их соберет Аллах Субханаху ва Тааля в одном месте, и люди не будут знать, что дальше их ждет, как они будут отвечать перед Аллахом, куда они попадут, и они будут толпами ходить, ожидать, переживать. И самое главное, они не будут знать, что же, когда же будет их исход. И также Аллах Субханаху ва Тааля, описывая дальше этот день, сказал: وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. И будут горы. Что такое горы? Горы. Аллах Субханаху ва Тааля создал эти величественные существа, чтобы держать землю. То есть горы являются гвоздями земли. И смотрите, горы, не просто вот, которые мы там видим, да, рядом с нами, нет. Пусть это будет гора Ухуд или Эверест. Вот такие величественные горы, которых Аллах Субханаху ва Тааля создал, они будут как расчесанная шерсть. Шерсть, вот если куда-то поставить, да, любой маленький ветерок его сдувает, она улетает. И вот эти горы, там сколько камня, сколько железа. Даже чтобы какой-то кусочек камня поднять, сколько усилий надо приложить. И вот в этот день Аллах Субханаху ва Тааля вот эти горы превратит в пыль. Представьте себе. И будет равнина. Равнина, и люди стоят и ждут своего часа, своего воздаяния, своего расчета. И плюс к этому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, то, что Аллах Субханаху ва Тааля приблизит солнце на милю или 2 мили. Вспомните самый жаркий день. Вспомните, сколько мы можем простоять под солнцем. И можем ли вообще? И какое мы ощущаем? Какое у нас чувство? И когда Аллах Субханаху ва Тааля приблизит это солнце, то пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, это приходится от Абу Хурайры в сборниках Бухари и Муслима: «Яграку насу яума ал-кияма, хатта язхаба аракухум фил арди 70 зираан, ва юлджимухум хатта яблугал аданахум». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда Аллах Субханаху ва Тааля приблизит вот это солнце, судный день, люди будут стоять под этим зноем. И
пот, который будет течь. Пот, когда течет, уже неприятно. И вот этот пот до такой степени будет течь, то, что он проникнет в землю, на которой человек будет стоять. На саб'ина зираан, на 70 локтей. И если примерно взять от пальцев рук до локтя, примерно пусть будет полметра, плюс-минус 70 умножаем на 0,5 метра, получается 35 метров. На 35 метров вот этот пот проникнет в землю. Вспомните самый дождливый, обильный день такой, когда дождь очень сильно льет. Насколько он может проникнуть? Сколько? 20 сантиметров? 30? Или, может быть, полметра? А здесь до такой степени будет жарко, и человек не сдвинется с места. И он будет стоять и ожидать своего расчета. И вот этот пот, который будет стекать с него, он проникнет на 35 метров вглубь земли. Это показывает на продолжительность этого дня. А сколько этот день будет продолжаться? Сколько? 50 тысяч лет. Представьте себе. Мы здесь минуту, 2, 5, час не можем простоять под солнцем. А там будет 50 тысяч лет. И человек не сдвинется с места. Не будет кондиционера. Не будет тени никакой, кроме как тени трона Аллаха. И посмотри, ты смог заработать эту тень? Она будет у тебя? Или же нет? Где эта возможность? Ты заработал? И плюс к этому, то, что пот, который будет стекать с человека, проникнет на 35 метров в землю, еще плюс к этому, человек в зависимости от своих грехов, будет тонуть или находиться в своем поту, кто-то по щиколотке, может, у него было чуть-чуть только грехов, кто-то по колено, кто-то по пояс, а кто-то начнет тонуть по грудь, по шею. И смотрите, посмотрите на себя. Сколько у нас этих грехов? Из-за этого, братья, каждый из нас пусть задумается, пусть готовится к встрече с Аллахом и пусть облегчит себе этот день. Как? Мы знаем то, что хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что в судный день будет 7 видов людей, которые будут находиться под троном Аллаха. Также будет Коран, сура Аль-Бакара и Аль-Имран придут как два облака и будут делать тень. Вот, есть у нас возможность заработать облегчение, освободить себя от этих мучений. Но каждый сам выбирает для себя, будет он мучиться в этот день или наоборот. Иногда мы хотим, желаем взять Коран, насладиться чтением, но
приходит к нам самый наш злейший враг и говорит: тебе еще вот в этом мире надо заработать, накопить, туда сходить, здесь пообщаться, в интернете посидеть. Так задумайтесь же. Пусть каждый из нас задумается, что я приготовил. И здесь дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что в этот день каждый человек получит то, что он приготовил. Может быть, вот в этом мире этого человека уважали, носили на руках, но судный день, последний день, вот этот почет, эти деньги, это имущество, дети, уважение, власть тебе никак не поможет. Никак. Всего лишь твои дела, твои слова, вот что сможет тебе помочь. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. И когда люди будут толпами ходить, обращаться к пророкам, к Адаму, алейхиссалям, к Нуху, и каждый из них будет говорить: я тоже грешный. Эти люди захотят, чтобы этот судный день наконец начался. И Адам, алейхиссалям, будет отправлять к Нуху, Нух к следующему пророку. И так время дойдет до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он сделает сажда и обратится к Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда Аллах Субханаху ва Тааля разрешит ему поднять голову. Смотрите, когда к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, кто он такой? Самое любимое существо Аллаха, которое жило на этом мире. Когда Аллах разрешит ему поднять голову и скажет: обращайся. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратится, чтобы судный день начался. А Аллах Субханаху ва Тааля тебе когда разрешит говорить? И когда вот этот судный день начнется, когда поставят весы, и Аллах каждого человека по его имени и по имени Отца будет призывать, и человек будет подходить, и когда Аллах Субханаху ва Тааля ему разрешит говорить, он начнет отвечать за каждое дело, за каждое сказанное слово. И когда он захочет обмануть, соврать, то его органы, руки, ноги, все будет свидетельствовать против него. Уже здесь не будет никакого помощника. Все, ты один. Ты один. И вот здесь решается твоя судьба. Так готовься же. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и что же касается того, у кого весы будут тяжелые, а мы знаем, в этот день будут самые суперточные весы. И вот если у человека благие дела,
которые он совершал вот в этом мире, окажутся тяжелыми, тогда он обрадуется. Обрадуется. فهو في عيشة راضية. И он тот, который будет наслаждаться. И дай Аллах, чтобы мы оказались среди этих людей. И когда Аллах Субханаху ва Та'аля обрадует нас этим, и когда мы получим нашу книгу с правой стороны, то человек попадет в рай. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. А у того, у кого эти весы будут легкими, хаффат, будут облегченными. А у кого окажутся эти весы легкие, то есть благие дела куда положат на весы, эти весы окажутся легкими. И пусть каждый из нас задумается, намаз, который мы читаем, или же Коран, пост, садака, это твое поклонение. Когда мы читаем намаз, куда мы улетаем, о чем мы думаем, как мы готовимся к этому намазу, читая Коран. Вот эти слова Аллаха, доходят ли они до нашего сердца, или же остаются где-то в горле? И смотрите, мы уже сколько лет читаем намаз? Сколько лет уже мы, альхамдулилля, приходим в дом Аллаха? А какой у нас уровень? Кто-то уже 15-20 лет читает намаз, и 15-20 лет тому назад учил 2-3 суры, 10 сур. И сейчас такой же уровень. Такой же уровень. Почему? Потому что он не задумывается об этом дне. А может быть и думает. Но говорит сам себе, ну я же намаз читаю. Я же пощусь в месяц Рамадан. Хорошо. Но вот это твое поклонение, будет ли оно достаточно и тяжелым на этих весах? А может быть, надо задуматься и больше делать? К сожалению, на сегодняшний день много мусульман, которые переживают за сегодняшний день, за свое положение в обществе, вот в этом мире. Сколько у него подписчиков в Инстаграме, сколько ему лайков поставили. Вот за что он переживает. И никак он не переживает за то, что его ждет в судный день. Из-за этого не должна быть чрезмерность, а должна быть срединность, васатия. Я не говорю то, что вот в этом мире все, надо сидеть в доме Аллаха и поклоняться, читать Коран и все. Нет. Живи, наслаждайся, но не забывай. Не забывай то, что день расчета твоего, он придет. Просто готовься к этому. Один из великих людей, Умар ибн Хаттаб, он сказал:
взвесь свои дела. Посмотри, подсчитай, сделай расчет, проанализируй свои дела вот в этом мире, пока у тебя есть возможность, пока тебя не взвесили, пока Аллах Субханаху ва Тааля не отправил к тебе ангела смерти, и все. И все, конец. Нету этой возможности. Из-за этого пусть каждый из нас задумается. И у того, у кого окажутся благие дела легкими, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фа уммуху хауия». Его матерью будет пропасть. Почему Аллах Субханаху ва Тааля назвал мать его матерью? Потому что мать – это тот человек, к которому ребенок стремится вернуться. И здесь Аллах Субханаху ва Тааля хотел нам показать то, что у человека, у которого окажутся благие дела легкими, то его дом, его пристанище будет адским огнем. «Вама адрака ма хия». А что дало тебе знать, что это? То есть Аллах Субханаху ва Тааля обращается к пророку, но обращаясь к пророку, он обращается к нам, к мусульманам, чтобы каждый из нас задумался о нашем домом, нашим пристанищем, что будет. И Аллах Субханаху ва Тааля в последнем аяте этой суры говорит: «Нарун хамия». Это пылающий огонь. Если посмотреть на хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то мы узнаем то, что вот этот огонь, сначала он был каким? Белым. Его разжигали 1000 лет. И потом следующие 1000 лет его разжигали, и он стал красным. И следующие 1000 лет его разжигали, и он стал черным. И помните, дровами этого огня что будет? Что будет? Люди и камни. И этот огонь никогда не погаснет. Никогда не погаснет. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы хотя бы чуть-чуть поняли и задумались над жаром этого огня, он сравнил. Вспомните его хадис. То, что вот в этом мире пламя человека, то есть огонь, который Аллах дал человеку, чтобы использовать его, чтобы готовить себе пищу, греться. Это 1/70 часть только. 1/70 часть. Но если каждый из нас попробует засунуть свой палец даже вот в этот огонь, то он даже секунду-две не сможет протерпеть.
адский огонь. Он в 70 раз жарче, горячее. Кто-то говорит, ну ладно, я там зайду, побуду чуть-чуть, и потом, иншаллах, Аллах меня выпустит оттуда. Но как человек, зная этот огонь, как он себя может туда, чтобы он туда вошел? Нет. Наоборот, каждый из нас должен готовиться, защитить себя от этого огня. Почему? Потому что если человек так будет думать, ладно, я вот маленькие грехи сделаю, иншаллах, Аллах меня простит. Но мы же не знаем. Вот эти грехи, которые мы совершаем, они же могут превратиться и в большие. И не дай Аллах, те блага, которые нам дал, и то богатство, которое у нас есть. А это что? Это вера, этот иман. Он у нас может и забрать. Почему? Потому что ты недостоин. Ты недостоин. Из-за этого пусть Аллах примет наше поклонение. Пусть Аллах укрепит нас на этом пути. Пусть Аллах даст возможность нам продолжать получение знаний. И пусть Аллах сделает так, чтобы мы смогли без расчета зайти в райские сады Фирдаус и увидеть, и быть с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум. الله أكبر الله أكبر الله أكبر